Гордость и оплот республики бесспорно города и районы Чувашии с его трудолюбивыми, сердобольными жителями. Канашский район, уже перешедший 90-летний рубеж, имеет свою неповторимую культуру, самобытный уклад и веру в созидательный труд. Учиться и трудиться здесь умеет. Год за годом реализуются различные перспективные проекты развития муниципалитета. Канашский район является сельскохозяйственным, ведет активную работу по освоению залежных земель. Работа эта непростая и трудоемкая. В 2018 году под урожай 2019 года пустили 40% от всей необрабатываемой площади. Вся посевная площадь со всех категорий хозяйств составляет порядка 39 гектаров. В районе в текущем году засеяно зимы на площади 5900 гектаров. Новая техника всегда необходима и востребована в хозяйствах нашего района. Совсем недавно сельскохозяйственный кооператив имени Кирова приобрел кормоуборочный комбайн, трактор «Беларусь», сеялку, грабли УАЗ «Патриот». Стоимость всей техники составила более 10 миллионов рублей. Высокий урожай зерновых культур намолотили в хозяйствах агрофирмы «Пионер». С некоторых участков собрали рекордный урожай по 58 центнер. В агрофирме «Канмаш» и ВДС собрали 27 и 30 центнеров с гектаром. Среди крестьянских хозяйств свыше среднерайонного урожая получили КФХ Лукьянова, Петрова, Протасова, Герасимова. В текущем году с площади 155 гектаров накоплено 2842 тонны клубней и картофеля. Ежегодно, благодаря господдержке, в том числе и получению грантов, предприятия и фермерские хозяйства получают весомую поддержку и реализуют новые проекты. В скором времени еще одна молочно-товарная ферма заработает в Малокипеченском сельском поселении. В крестьянско-фермерском хозяйстве Макарова продолжаются работы по реконструкции. На сегодняшний день закончили монтаж молочного оборудования, уборочных транспортеров. В кратчайшие сроки планируется завершить отделку в комнате отдыха для работников фермы. В этом месяце планируется монтировать холодильное оборудование для охлаждения молока. Рука об руку вместе с сельским хозяйством развивается социальная сфера, сдаются новые квадратные метры. Уже в начале года в селе Шахазаны достроили и сдали многоквартирный жилой дом. Заветных ключей от своих квартир получили еще 10 сирот. Радости и искреннего счастья не сдерживали молодые новоселы, некоторые из которых, уже сами ставшие родителями, запланировали долгую счастливую жизнь. В рамках реализации мероприятия обеспечения жильем молодых семей вручили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Уже летом свидетельство получили 6 семей с 3 детьми на общую сумму более 4 миллионов рублей. Говоря о здравоохранении Канашского района, стоит начать с того, что Центральной районной больницы имени Фирса Григорьева в текущем году исполнилось 145 лет. В медицине не бывает случайных людей, ведь белый халат надевают лишь по призванию души и сердца. В нашем районе порядка 600 медицинских работников трудятся во имя здоровья населения. Говоря о доступности медицинской помощи, стоит отметить, что совсем недавно у нас открылись еще 2 фельдшерско-акушерских пункта в деревнях Напольные Котяки и Передние Яндуши. Кроме того, в районе насчитывается 25 населенных пунктов с численностью проживающих менее 100 человек. В 16 деревнях отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты. Теперь жителям малых деревень района не нужно думать, как добраться до стационарных ФАПов и врачей амбулатории, чтобы снять электрокардиограмму, сдать анализы. Все это можно сделать в передвижном ФАПе, который в район поступил совсем недавно. По графику работы передвижной пункт будет прибывать в каждый населенный пункт. В текущем году Центральной районной больнице выделено 70 миллионов рублей на закупку медоборудования и ремонт здания. На сегодняшний день проводится работа по капитальному ремонту инфекционного отделения. Первых пациентов должны будут принять уже в начале следующего года. Каждая новая личность и новый специалист родом из детства. Поэтому на вопрос, каким будет завтрашний день, помогает ответить наши учителя, ставя перед собой цель дать современное высокопрофессиональное образование. В районе растет количество кадетских аграрных классов. Для учебы детей обновляются и достраиваются образовательные учреждения. Закупается новое школьное оборудование. Порядка 3200 школьников в текущем году сели за парты. Их обучают более 360 учителей. Ежегодно в район приходят трудиться и молодые учителя. Этот год не стал исключением. Более 10 новых специалистов трудятся в системе образования района. В текущем году в 3 школах – Сеспельской, Сугайкосинской, Кармамеевской – были отремонтированы спортивные залы. Немалые деньги – 1 миллион 740 тысяч рублей было выделено на капремонт каждой из 3 школ района. Приурочив 2018 года добровольца и волонтера в России, а в республике еще и великому просветителю чувашского народа Ивану Яковлевичу
Яковлева проходит немало творческих мероприятий. Волонтеры на дому посещают ветеранов, облагораживают быт пожилых людей, выполняя посильную работу. Немало красочных и запоминающихся встреч проходит в районе, связанных с именем Ивана Яковлева. Прошедшая в ноябре в Сугайкасинской школе научно-практическая конференция учителей оставила неизгладимые впечатления в сердцах педагогов и учащихся. Новый опыт в преподавании языка вошел в основу конференции. В Канашском районе спорт является одним из связующих звеньев между поколениями. Таким образом, и стар, и млад ежегодно объединяются в едином порыве на спортивных состязаниях, будь то мероприятия, посвященные памяти героев страны, или же веселые старты. Красочно проходит и кросс-нация. Сотни сельчан в едином порыве преодолевают беговые дистанции. С развитием инфраструктуры и появлением дорог, несомненно, развивается и населенный пункт. Об этой непрописной истине хорошо знает руководство района. В нынешнем году почти во всех сельских поселениях был произведен ремонт дорог. Протяженность этих дорог составила 10 километров на общую сумму 9 миллионов рублей. Также новые дороги проложили в Шахазанском, Шибылгинском сельских поселениях с освоением более 14 миллионов рублей. Сельские дома культуры – это настоящие центры общественной и культурной жизни людей на селе, места общения, а также развития творческих способностей детей и людей старшего возраста. Уже в текущем году за счет реализации различных программ произведены ремонтные работы и закуплено световое и музыкальное оборудование для домов культуры деревень Напольные Котяки, Кашнурой, Бутавусинцы. Преобразование клуба оценили на празднике, посвященном Дню сельского хозяйства. Жители Ямашева и Байгельдина также по праву оценили преобразование. На сегодняшний день обновляются стены Атнашевского клуба. Уже совсем скоро распахнется перед жителями муниципалитета долгожданный районный дом культуры на 300 посадочных мест, строительство которого завершится в сентябре 2019 года с освоением более 12 миллионов рублей. Новых и перспективных планов у Канашского района неиссякаемый запас. Вот и трудятся они, не покладая сил ради их реализации. Живи, развивайся, цвети. Родной Канашский район.